Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал и смотрите мое видео, за вашу невероятную теплую поддержку комментариями и лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какие крутые повороты готовит вам судьба? Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, действительно будет круто. Во-первых, здесь корни ситуация, когда вы отрываетесь от земли. То есть возвышаетесь, что-то в своей жизни улучшаете. А у кого-то в прямом смысле слова полет, да? Полет на самолете. Может быть, даже на корабле вы куда-то поплывете, да? Потому что плыть — это тоже оторваться от земли. Что-то прям необычное вас ждет. Необычное то, что вы, не то чтобы не планируете. Если бы я вам сейчас точно бы это рассказала, вы бы мне не поверили. Вы бы сказали: не-не-не. Такого в моей жизни точно не будет. Либо я на это не соглашусь. Я никогда не буду то-то, сё-то. Да? Вот идет такая информация. Это не просто поворот, это еще поворот с сюрпризом. Но вам понравится, по итогу вам понравится. Вы знаете, вы что-то обретаете. Вы на такой маленькой лошадочке просто вот парите. Не лошадочка, пони, скорее всего, но парите. И за спиной вы что-то держите, какой-то вот багаж, груз. Оно большое, но оно такое приятное, такое важное и такое желанное. Вот как будто бы время придет что-то получить, свою награду, там, деньги, свои возможности. Вот время полета, оторваться от земли. Невероятно. Это что-то невероятное, что станет для вас большим-большим сюрпризом. Видите, как не хотят показывать до конца, не хотят все карты раскрывать, чтобы раньше времени вас, наверное, не обрадовать, либо не напугать. И так может отыграться. Здесь события будут настолько, резко, да, резко ворвется ситуация. Вот нужно решать здесь и сейчас, вот прям в эту минуту. Все, встали, побежали. В таком ключе идет информация. А вы даже испугаться не успеете, да. Так доверитесь судьбе и не прогадаете. Но вы явно обретаете, потому что на этом маленьком пони вы летите в правую сторону, в правую. Преград у вас не будет. Вот ни одной преграды не будет. Все само с собой вот так вот прям в дорожку и складывается для вас. Так, еще с правой стороны у нас тут огромный рог изобилия вышел. Рог изобилия, который вам был недоступен. Недоступен по вине какого-то человека. То есть всю ту изобильность, которая должна была быть в вашей жизни, этот человек либо себе забирал, либо вас туда не допускал. Смотрите, не будет этого человека рядом с вами, не будет и запрета. Вы будете черпать эту изобильность, как жаждущий человек. Хотите вы очень пить, да, нашли в пустыне колодец. Но только это будет не колодец, а изобильность. Какое-то место. Мне вообще идет какое-то место, в котором исполняются ваши мечты и желания. Либо место, где вы можете, прям так конкретно поправить свое материальное положение. Кстати, может еще и наследство быть. Такое, знаете, серьезное, добротное. Не обязательно от родного человека. Может быть, и чужой человек вам оставит. Но изобильность в вашей жизни точно будет. Рог изобилия, он очень большой. Кстати, рядом с изобильностью, видите, вот у вас корона прорисовалась. Корона, которую вам наденут.
Не вы сами себя коронуете, вас кто-то коронует. Люди, может быть, в какой-то организации вас коронуют. Это высокая роль в жизни, высокая социальная ступенька, да, которую вы займете. Ну, не иначе, как какой-то лидер, управляющий, начальник, хозяин, либо хозяйка жизни. Но корона точно будет. Вот корону вы совсем не ждете. Вы даже полет можете себе представить. И изобильность можете представить. А вот корона у вас прям ложится в горизонт. То есть этого вы точно не ждете и не представляете. Но корона будет ваша, она достаточно большая. Очень близко к корню рисунка находится. Так, с левой стороны человек в лодке уплывает. Не приплывает, а уплывает. Для вас почему-то это прям как очень счастливое, радостное событие. Знаете, как ничего не предвещало, человек свои там вещички собрал, трусишки сложил и куда-то уплывает, отчаливает. Причем как-то очень быстро, в сжатые сроки. Вы не сможете сдержать свою радость. А кто-то прям от радости и заплачет. Скажет, как долго я ждала этого момента. Но это прям самый светлый, добрый, счастливый момент в моей жизни. Человек, который вам крайне неприятен и отвратителен. Человек, который мог быть виновником каких-то ваших невзгод, болей, страданий, ну и больших неприятностей в жизни. Уплывает, выплывает из вашей жизни в неизвестном направлении. Прям захочется, да, бежать и толкать эту лодку, чтобы скорее и подальше его оттолкнуть от себя. Ну вот здесь, да, здесь вы точно знатно порадуетесь. Так, еще не вы, но какая-то другая женщина, за которую вы очень сильно переживаете, счастье свое найдет. Она в руках держит маленький крестик. Любите вы эту женщину? Может быть, мамочка ваша, может быть, сестренка, может быть, подружка. Хорошая женщина, вы к ней хорошо относитесь, и она к вам хорошо относится. Она счастливой станет, а вы за нее вот истинно порадуетесь. Как это на вас повлияет? Это очень просто. Эта женщина, она вас не оставит. Она, смотрите, вот, например, женщина устроила свою личную жизнь, она и вашу устроит. Женщина нашла хорошую работу, и вас подтянет, да, чтобы вы на хорошей работе поработали. Но это как банальные примеры. Может быть, что-то другое отыграется. Вы все разные, ребята, у каждого по-своему идет. Но то, что она счастливая, и вас она не оставляет, связь между вами только крепнет, и она вас к себе вот через эту связь подтягивает до своего уровня, это точно. Точно. Она завидовать не умеет. Нет у нее в сердце черноты. Очень светлый, кстати, человек. Очень добрый, очень светлый. Дальше с правой стороны вам судьба на кого-то, либо на что-то глаза откроет. Ну, допустим, если на кого-то, возможно, в вашем окружении, либо совсем рядом с вами есть достойный человек, давно вас, например, любящий, либо вздыхающий по вам, а вы этого не видели и не замечали. Либо вы все хотели каким-то своим бизнесом заняться, да, денег больше заработать. Были возможности, либо вы что-то умеете, что можно преобразовать в бизнес, и об этом еще не думали. Здесь, смотрите, вы с такой большой радостью, с большим энтузиазмом за что-то беретесь, либо за кого-то беретесь, и радость свою обретаете, удовольствие получаете. Здесь такой неожиданный, знаете, как виток вашей жизни происходит. Вот, девчонки, помяните мое слово, вот кто-то из вас со своим будущим мужем, прямо совсем рядом находится. Ходите вы ежедневно, видите его, и даже в голову не приходит, что это ваш любимый будущий муж, с кем вы счастье познаете. А кто-то что-то делать умеет. И делает это просто шедеврально, мастерски делает. И тоже даже в голову не приходит, что на этой деятельности можно организовать очень успешный, такой, знаете, продуктивный, прибыльный бизнес. Уже что-то есть, но вы этого в упор не замечаете. А судьба вас так тряхнет, да, на крутом вираже, и вот прям глаза откроются, вы прям ахнете, скажете: боже мой,
как же я этого не видела и не замечала, столько времени впустую потратила. Но ничего, главное, что вы поймете, что нужно делать, либо чем заниматься. Еще кому-то вот прям персонально про рот, про зубы говорят. Вы меня простите, но я не могу вам не сказать. То ли вы мечтали о том, чтобы какие-нибудь там, не знаю, красивые белые зубы себе сделать, либо у вас, в принципе, да, эстетика хромает, может быть, какие-то есть, ну вот серьезные проблемы, да, в ротовой полости. Здесь судьба вас с кем-то столкнет, кто вас либо научит, что делать, да, куда идти, где можно это все сделать за нормальную цену. Не за все деньги мира, где не нужно будет продавать почку, а вам и качественно, и хорошо, и недорого все это сделают. Либо вы сами что-то такое вот найдете и сначала удивитесь, не поверите, а потом, как начнете заниматься этим вопросом, поймете, что да, несмотря на то, что это очень дорого, несмотря на то, что, ну, попробуй, пойди, найди хорошего доктора, у вас все получится, у вас очень красивая улыбка тут, ну, вырисовалась, да, красивые зубы, никаких проблем нету. Но это кому-то персонально идет, может быть, вы мучаетесь этим вопросом, и вам такую вот подсказочку, такое, как пророчество дают, да, что все будет хорошо, все будет очень красиво, и вы будете очень довольны тем, что вам сделали, либо как вам сделали, за сколько вам сделали. Кому-то прям персонально шло. Так, с левой стороны у меня здесь мужчина, который, ну, давайте так, мужчина, который был, да, всплыл, да, мужчина, которого вы больше не рассчитываете, не увидеть, не встретить, ни на что не рассчитываете, давайте так. Может быть, это ваш бывший, может быть, даже какой-то родственник, да, по крови родственник может отыграться. Но это явно мужчина, идет мужская энергетика. Смотрите, этот мужчина, он не идет как исцелившийся. Исцелиться можно от алкоголизма, от зависимости, от, допустим, там, агрессии, от глупости, да, от чужого влияния. Вот он не идет исцелившийся и освободившийся. Может, кстати, он в местах заключения находится. Вот он не идет другим человеком, семерку держит в руках, путь держит к вам. То есть на ваш порог он идет, он к вам приедет. Приедет успешный, красивый, здоровый, счастливый, я не знаю, улыбчивый. Вы аж обалдеете, когда его встретите. Обалдеть. Вы знаете, у него перед вами долг, и этот долг он вам будет отдавать. Он едет в вашу жизнь, чтобы вернуть вам долг. Долги не всегда денежные, хотя я не исключаю, что, может, он и денег вам должен. Может быть, в свое время обидел, может быть, поступил как-то, ну, не по-человечески. У вас первая реакция, когда вы этого мужчину, не знаю, увидите или услышите, что он едет, это куда-то бежать и прятаться. Но на самом деле этого делать не надо, поверьте, он вам семерку несет. Несет, везет, ну, в общем, не важно. Важно, что он долг вам будет отдавать. Чем бы это ни было, но он вам отдаст. И вы поразитесь тому, как он сильно поменялся. Очень поменялся. Так, в венце у меня дерево. Дерево без корней, без корневой системы. Вы под этим деревом его все поливаете в надежде, что дерево оживет. Здесь над вами ветки есть, и листики есть, а с другой стороны, как умерло дерево, да? Может быть, развод какой-то тяжелый вы пережили, может быть, по какой-то причине, ну, вот семья как распалась, да? Может, вообще одна женщина осталась, либо мужчина один остался. У меня для вас приятная новость. Во-первых, ваше дерево точно оживет, и корни оно пустит, но не там, где вы находитесь сейчас, а в каком-то другом месте. Понимаете, в другом месте. То есть, как переезд, возможно, ваш, либо ваш мужчина, будущий муж, он будет из другого места. Может быть, и вы вместе уедете куда-то. Будет. Дерево не погибло. Не погибло. А корни оно сейчас не пускает, потому что оно знает, что придется куда-то релоцироваться. Да? В другое место придется переезжать. Все хорошо будет. Девочки, мужчины, все будет хорошо.
еще дерево вас порадует не только листиками, не только цветочками, но и конкретными плодами. Все это будет. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.